Ну что, друзья, всем привет! Рад приветствовать, друзья, на своем канале. Середина февраля, ребята, и с рыбкой у нас что-то стало вообще неважно. Даже бывают такие моменты, что сейчас ездили пару раз на рыбалку, даже живца, ребят, найти невозможно. Блин, как будто наступило глухоземье. Ну, впереди, ребят, март, это просто месяц рыбалки, это будет классная погода, это будет солнечные дни, и времени, ребят, на рыбалку будет вот столько, потому что с 7 уже будет расцветать. И до 6 до 7 можно будет рыбачить, ребят. Будет вот так здорово. Все ждем марта. И в предвкушении этой рыбалки, ребят, потихоньку заказываем товары, ребят. И сегодня очередная посылочка, ребят. То, что я заказал для себя. Это, думаю, будет для меня, думаю, будет хорошей штукой. Потому что, ребят, как все многие знаете, я люблю готовить. Что-то заморачиваться на природе. Вне зависимости, это мороз, холод, снег, ветер, ребят. Что-то люблю горяченького приготовить. И для своего кайфа, ребят, так скажем, заказал вот такую штуку, ребят. Я думаю, она будет интересна и для вас, потому что, ну, вещь реально хорошая. Не чисто для рыбаков, охотников, а кто любит просто активный отдых, выйти на природу. Это, думаю, будет штука, ребят, классная, незаменимая. Кому-то может быть даже это полезно, ребят. Так что давайте садимся поудобнее, как обычно, по Чайковскому, ребят. Много было, ребят, комментариев. Андрюха, что за термос у тебя? Ребят, это Арктика, термос Арктика, ребят. И на бренде он, в принципе, неплохо себя показывает. Многие знают эту фирму. Пользуюсь, ребят, второй сезон. Просто, я не знаю, нет цены. Он 2,2 литра. Ну, я как приехал, поставил его на лед и забыл просто. Просто подхожу, наливаю. И чай, ребят, реально он просто кипяток. Вообще кипяток. Я даже стараюсь иной раз чайник завожу до кипения и жду минут 15-20, чтобы он немного остыл, уже наливаю не кипяток, а уже так, чтобы немного попрохладнее был. Потому что, ну, термос реально, ребят, работает. Немного пошкрябался, ну, как термос, ребят, очень здоровский. И к этой фирме, ребят, отношусь положительно и советую, как бы, их на производство, потому что реально ребята делают хорошие вещи. Пошел дальше, ребят, и именно от них захотел себе сделать в плане кухни, в плане посуды какой-то себе приобретение, какой-то подарок для себя, ребят. И заказал, ребят, от ихнего производителя термосумку, ребят, термосумочку. Потому что многие уже писали: Андрюха, ты все с пакетами, там у меня есть большой рюкзак, это вообще рюкзак от лодки, и я там вожу всякие казанки, котелки и так далее. И специально, ребят, для вот этого заказал себе вот такую вещь. Давайте, ребят, распакуем и посмотрим. Пришел совсем недавно с города Москвы. Сейчас вместе с вами откроем и посмотрим. Так, ну что, ребята, погнали. Вот такая сумочка. Так, коробочку мы в сторону. Опа. Пришла вот в таком пакете. Так, ну, соответственно, здесь все данные, указатели, адреса и так далее. Чек. Вот такой у них пресс, скажем, курант. Помимо вот термосумки, ребят, еще есть термоконтейнеры. Ну, это вообще для лодок вот термоконтейнеры подходят. Там вещи, продукты, рыбу, ребят, летом в жару очень классно там хранить. Вот такой ряд, ребят. Это новый сейчас. Получается, вот эта сумка, это недавно только вышла серия. И вот также производитель предлагает много новеньких термосов. Ну, все они также продвигаются. В чехлах вот есть для, помимо чая, допустим, и воды, также есть термоса для супов, кружки термо. Разные, ребят. Но я захотел, ребят, именно что термосумочку, потому что сумку давно хотел. Покупал как-то дешевенькую, быстро развалилась она у меня. Так что давайте, ребят, посмотрим, что она себе представляет. Вот такая сумочка. Тут такая липучка идет. Вот две ручки. Также есть, ребят, смотрите, на пояс. Конкретно на пояс. Она немного смятая. Вот также идет на пояс, ребят, смотрите. И здесь основной кармашек. До него дойдем чуть дальше. Термосумочка, ребят, в объеме у нас 24,5 литра. Сумка-холодильник для пива и питника. Но это, ребят, так же, как и летом.
Положили холодное, у нас будет все холодное. Положили зимой горячее, у нас все будет горячее. Это все понятно. Сумка получается, как можно держать так же можно и за пояс получается. Так, у нас, ребят, здесь две молнии. То бишь два замочка с одной стороны, с другой. Вот, получается, она расширяется. И вот такая сумочка у нас, ребят. Мы закладываем здесь продукты. Всяко разно. Получается, вот таким образом она выглядит. Сразу вижу, ребят, что сделали молодцы, ребят. Контейнер, смотрите, на липучечках. Здесь есть вот такой подклад, скажем, да. Как бы сама сумка выглядит вот таким образом. Но мало ли что-то прольется или там сломается, там рассыпется. У нас есть такой подклад, который можно его сполоснуть, протереть. И на липучках, ребят, он вставляется вот таким образом и крепится к сумке. Это очень, конечно, здорово, это большой плюс, потому что, ну, сумку саму отмыть это будет проблема. Я думаю, даже это невозможно. Можно как-то ее протереть, но явно ты ее не постираешь. Вот 24,5 литра, ребят, достойный такой объем. Я думаю, здесь продуктов влезет немало вообще. Самое интересное, ребят, здесь есть вот такой кармашек интересный. Давайте мы с вами его вместе откроем и посмотрим. Опа, вуаля, ребят, смотрите. Сумочка на 4 человек. Это у нас 4 кружки. Вот такая кружечка. Ну, стакан я имею в виду. Стакан из пластика. Я думаю, можно его ронять. Я думаю, с ним ничего не произойдет. Также все это, смотрите, ребят, в таких подвязочках. 4 ложки, ребят, смотрите. В принципе, интересная такая. Ну, я думаю, для походов будет неплохо вообще. 4 ложки. Причем они еще, ребят, смотрите, укомплектованы вот таким образом. 4 вилочки. Шикарно, ребят. Ресторанный выход получается. И 4 ножа. Ну, нож, понятно, такой столовый. Мяско нарезать. Ну, я имею в виду кушать. Красиво. Чувствовать себя, отдыхать. Я думаю, это да, это будет неплохо вообще. 4 стакана, 4 ложки, 4 ножа, 4 вилки, ребят. Также здесь видим, у нас есть штопор. Вот такой штопорок. Можно открыть бутылочку вина со своей любимой дамой. Или с братвой. Ящик вина, как говорится. Также видно соломица, ребят, смотрите. Вот. Большое зерно и маленькое зерно. Точнее, сейчас мы откроем. Вот. Раз. Перец, соль. Все вот так, видите, ребят, укомплектовано. Также пошли дальше. 4 тарелки. Есть доска, ребят, смотрите, доска для нарезания. Шик-шик-шик. Каких-то там нарезать что-нибудь. Ну и, ребят, смотрите, тарелочки. Тоже из пластика. Я думаю, можно ронять. Ничего с ними не произойдет. Вот такие 4 тарелочки, ребят, смотрите. Прикольная штука. Классно вообще. Ну это да, это евростандарт, я так могу сказать. Потому что, ну, для 4, для 7, допустим, это будет вообще шикарно. Помимо каких-то походов, это на пикник просто сумочка такая необходимая. Тут, в принципе, ничего больше не надо брать. Взяли одну сумочку, наложили все. Скоро, ребят, весна, скоро шашлычный. Соня, нельзя. Шашлычный период, так скажем. И вот такая сумка будет здорово, я думаю. Вообще здорово. Даже вот просто, я не знаю. Ну, я не знаю, для одного похода вообще одна сумка будет достаточно. Посуда. Здесь все необходимые продукты, то, что ты захотел там приготовить или так далее. Будет классно, ребят, классно. Блин, неплохо сделано. Так, в стиле, ребят, так. Ну, стильная сумка. Красиво вообще пойдет. Молодцы, ребята. Все неплохо, все качественно. Я думаю, ребят, для походов, для моих будет служить очень здорово и как бы вообще неплохо. Молодцы. Да, ребят, помимо охоты и рыбалки, конечно, эта сумка будет подходить для пикников, для семьи. Семейный такой вариант вообще, потому что выйти в парк, там погулять и вот взять с собой каких-то продуктов, сделать выходной и уикенд, я думаю, будет неплохо вообще.
Так что сумочку, ребят, рекомендую. Блин, я думаю, будет зачет. В первый же поход дальнейший я ее буду брать с собой, и мы будем смотреть. Я думаю, здорово. Сумочку я плюсую в любом случае в первый же походик, в дальнейший, потому что собираюсь сейчас съездить, разведать еще пару высп. Также продолжаем ловить налим, это середина февраля, мы еще продолжаем его рыбачить. Скоро выезд, интересный выезд, ребят, с хорошими людьми. И эту сумочку я, ребят, возьму. И мы испытаем вообще, как она будет держать тепло, потому что попробуем наложить туда в контейнере, допустим, там теплые вещи, там, продукты какие-то такие, там, я не знаю, и попробуем съездить с ребенком, хочу взять ребенка, и его, допустим, чтобы быстро не готовить, достать что-то вкусненькое, теплое, я думаю, будет интересно, ребят. Как обычно, ребят, кому это понравилось, кому это интересно, залетайте, ссылочка в описании, ребят, вся информация там, просто многие спрашивают, смотрите, что, какая цена, ребят, вся ссылка, вся информация в описании, просто кликаем по ссылочке, и вся информация будет там, вам с телефона даже посмотреть, кому заинтересовало. Помимо всяких сумок, я вот еще повторяюсь, много серий вышло, новых серий вышло термосов, сумок, контейнеров. Просто вот для рыбалки, ребят, для контейнеров, вот летом, когда сплавляешься, вот контейнер тоже классная штука. Большие контейнера, и положили лед туда, и рыбу ложим и доводим до дома просто замороженькую, свеженькую. Она не портится, потому что сплав бывает 2-3 дня, и я думаю, тоже здорово. Контейнер надо тоже будет присмотреть себе, потому что впереди много сплавов. Ну, короче, как-то так, ребят. Сумочка достойная, ребят. Еще раз повторю, ссылочка в описании. Ну, а мы будем рыбачить, продолжать. Так что, ребят, берегите себя. Дрюня на связи. Всем мира.